Ходомо доймот, чамоджекен мапул, амучечай лалек. Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас очередной выпуск передачи из серии «Кто вы, юкагиры?». Гостями является Валентина Семеновна Акимова, директор благотворительного фонда возрождения юкагиров Ярхадана, и Екатерина Суржанинова, наша молодая юкагирская художница, которая уже много организовывает разных выставок и активно участвует в пропаганде юкагирской культуры. Мы встретились сегодня для того, чтобы обсудить результаты проекта «Юкагирский костер», в ходе которого была презентована юкагирская культура на разных площадках. Это и в Москве, и в Болгарии, и в Сербии. Ну и вначале я хотел бы, чтобы Валентина Семеновна рассказала о том, почему вдруг Болгария и Сербия, вот как там оказалась вообще идея презентовать юкагирскую культуру. Вообще, начну, наверное, с истории. Да? В 2019 году в Плиске, это у нас двор кириллицы, славянской письменности, да, был установлен бюст Алексея Алексеевича Кулаковского. Это в Болгарии? Это в Болгарии, в Плиске. И там во время вот этих презентаций, да, Лариса Ильясовна Кулаковская предложила, скажем, установить бюст из числа народов Севера. Тоже писатели, из числа писателей, да. И когда она обратилась к Александру Николаевичу Жиркову, он, естественно, предложил, что однозначно это Теккадулок, основоположник юкагирской литературы. Вот так появилась вот эта идея в 2019 году, и уже по приезду в город Якутск обратились к Вячеславу Ивановичу, нашей ассоциации, Совету старейшин, и, скажем, продвинулся как раз вот этот проект. Вот этот бюст был изготовлен якутским скульптором Марком Федором Ивановичем, который изготовил очень такую колоритный бюст, да, который мы презентовали в прошлом году в городе Якутске здесь, да. И вообще вот этот бюст, да, был сделан неординарно. Почему? Потому что практически вот этот бюст, да, он представляет как раз вот именно юкагирскую культуру. Юкагирская культура – это у нас пиктографическое письмо сделано, да, это есть у нас наша арка солнечная, да, и, конечно же, национальная одежда. Я скажу, что, во-первых, Теккадулок, он был одет в традиционную одежду юкагирскую, в традиционный малахай. И вот на этом малахае мы думали, как же представить вот эти вот культуру-то, вот эти вот, как мы скажем, это же не будет на фоне или еще чего-то. А вот на этом малахае были размещены пиктограммы, как раз, которые показывают эту юкагирскую арку и те самые пиктограммы, которые используются в юкагирском пиктографическом письме Шангар-Шореле. В этом году, благодаря как раз вот проекту акционерной компании «Алроса», мы должны были установить вот этот бюст в Плиске, но, к сожалению, из-за технических трудностей мы не смогли вывести. Но мы презентовали юкагирскую культуру. С нами в делегации была Ирина Дускулова, это этнопевица наша молодая, как раз вот из Нелемного, да, и Лариса Ильясовна Кулаковская, которая как бы является руководителем и организатором как раз вот этой идеи, да, вот. Я скажу, что 15 апреля состоялась как раз вот эта юкагирская культура в самой дворе кириллицы. Были как жители вот этого города, деревни, ну и, соответственно, школьники, которые как раз вот увидели нашу культуру. Они очень были заинтересованы, во-первых, да, это для них было, может быть, новое, да, вот такое видение такой культуры. Ну и, конечно, Ирина Дускулова, она произвела, конечно, очень большое впечатление на жителей вот этого. Что хочу отметить, да, вот на открытии как раз вот нашей
культурной презентации, да, были представители, не только жители, но я хочу сказать, что были и представители как раз вот как бы мэр города близкий, мэр деревни близкий, да, ну и, конечно же, мэр района. В принципе, была очень такая вот представительная аудитория. Валентина Семеновна, а что включало в себя вот презентацию юкагирской культуры? Ага. Мы рассказали о юкагирах, кто это, что за это народ, откуда этот народ. Наверное, это вы рассказывали. Да, я рассказывала как раз вот и начинала как раз вот именно с этих, как бы, с рассказа о юкагирах, да, вот. Но потом рассказали про культуру юкагирскую. Ну и уже вторая часть, это уже Ирина исполнила песни на юкагирском языке. Ну, конечно, мы вообще нашу презентацию начали как раз вот именно с благословения. Обряд показали, юкагирское благословение, да, а потом Ирина, она покормила огонь, да, ну и, соответственно, землю, которую привезли как раз вот из Нелемного, для того, чтобы... И нам уже указали место, где он будет установлен. Так, это напротив бюста Алексея Кулаковского, да, вот, и будет он там установлен, ну, когда прибудет. Ну, а для зрителей я просто скажу, почему землю из Нелемна, потому что Нелемное является родиной Текелдулока, откуда он родом. И получается так, что этот бюст будет устанавливаться не просто на чужой земле, а там уже будет, там уже есть, теперь я могу сказать, да, и частичка земли с родины Текелдулока. А немного для наших зрителей расскажите о самом Текелдулоке. Текелдулок – это основоположник юкагирской литературы, общественный деятель и, наверное, первый ученый, экономист из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Я просто вам скажу, что он же автор знаменитой повести «Жизнь Имтургена-старшего», который, это в 1931 году, и эта повесть потом неоднократно публиковалась, была переведена на 7 иностранных языков, неоднократно публиковалась в том числе и за границей, и она стала своеобразным, вот эта повесть стала своеобразным окном, который открыл народы Севера вообще западному читателю. Ну и еще скажу, что действительно Николай Иванович Спиридонов Текелдулок – это не просто ученый, да, исследователь из числа народов Севера. Ну, я скажу более того, это вообще первый кандидат наук вообще с республики Саха-Якутия. Он получил, это сделал уже в 1934 году. Вот. Таким образом, личность Текелдулока, она очень многогранна. Он известен и как писатель, известен как ученый, но, с другой стороны, он был еще общественным деятелем. Он был первым секретарем Аяно-Майского райкома партии. Он был руководителем Хабаровского отделения Союза писателей, вот именно национальной части, национальной секции, которая в литературы народов Севера. Но он прожил всего 32 года. В 1937 году его арестовали, в 1938 году расстреляли. Он прожил всего 32 года, но он так много всего успел, что мы сегодня вот о человеке, который вот прожил неполных 32 года, сегодня говорим вот столько о нем достижений. И поэтому закономерно, что именно его бюст будет представлять в том числе и Якутию в этом музее. А теперь вот хотел бы, вернемся к этой презентации. А Ирина Дускулова, она что, вот одну-две песни исполнила? Нет, она несколько песен спела. Ирина Дускулова.
И самое интересное, да, вот последний мы завершали его хороводным нашим танцем. Вы втроем были только? Нет, вообще и ребята, и жители, все присоединились как раз вот к нашему танцу. То есть вы их пригласили, да. Вы показали им какие-то движения? Показали. Я хочу сказать, что принцип вот этот, как мы говорим, да, когда пели, да, один мальчик очень хорошо выговаривал юкагирские слова. Вот это меня вообще поразило. То есть мы ждем все-таки открытия теперь бюста, когда он туда прибудет, все-таки открытие данного бюста в этом музее. Да. Валентина Семеновна, интересно, что иностранный вояж на этом не закончился, он дальше продолжился. Да. Из Болгарии мы уехали в Сербию. А почему в Сербию? В Сербии там документальный фильм снимают, и нас пригласили туда представить как раз вот юкагирскую культуру. А кто был инициатором? Инициатором Лариса Рясовна, так, и там цикл целый идет, да, и они снимали и тувинцев, да, и из России, да, ага, ну и так оказалось, что мы оказались вот в их числе для того, чтобы представить юкагирскую культуру, вот. И вот этот документальный фильм, он, видимо, будет уже в сентябре-октябре месяце, обещали, да. Ну и кроме того, у нас еще была встреча в посольстве Сербии, да. Так, ну и, конечно, они, зам как раз вот посла, он отметил, что вот такие культурные мероприятия, они очень нужны и очень необходимы для укрепления дружбы, мира между Россией, да, между Россией, между народами, и поблагодарил нас за то, что мы приехали и представили вот такую культурную программу. То есть мы можем сказать, вот кто-то может сказать, зачем и так далее, но это все-таки очень большой вклад в народную дипломатию, в установление связи и в то же время в пропаганду, культуру народа вообще севера. Да. Спасибо большое, Валентина Семеновна. Потом ваши стопы продолжились дальше в Москву. Да, у нас Москва была, «Сокровища Севера». А что такое «Сокровища Севера»? Вот несколько слов об этом. Вообще, вот эта выставка «Сокровища Севера», да, она проходит с 2005 года. То есть уже давно достаточно? Да, уже давно. В этом году как бы юбилейное мероприятие, 20-летие как раз он отметил, да. Вот. И как раз вот в рамках этого проходили различные конкурсы, как бы фестивали. Это у нас декоративно-прикладное искусство, как бы одежда национальная. Дальше художники у нас там были, то есть творческие, как раз вот именно косторезное искусство и так далее. То есть, в принципе, было очень много. И вот у нас в этом плане принимала участие как раз вот наша, тоже одна из участниц, да, Екатерина Суржанинова. Катя, расскажи, пожалуйста, вот, что ты представила на этой выставке? На выставке «Сокровища Севера» я участвовала впервые, ну, вообще в таком огромном масштабном мероприятии, в котором принимали участие очень много регионов России, арктических и из других стран также были участники. Помимо именно художественных каких-то промыслов, изобразительного искусства, косторезного, там было также кочевье Севера, в котором выступили наши певцы, да, артисты, певцы, танцоры с разных регионов, районов Якутии. Ну а я была представлена со своими картинами живописными на стенде именно непосредственно самой Якутии. Там была живопись и 8 картин, написанных в 2 районах республики. Это Тампонский, Нижнеколымский, вот Колымская, Андрюшкина. Как раз-таки места, где проживают юкагиры, вены, чукчи. Портреты наших земляков были представлены на этой выставке. Твои впечатления о выставке?
Мои впечатления, ну, первые слова, которые приходят на ум, это, конечно же, так много народу. И прямо такое соцветие, можно даже сказать, что это настоящее сияние всех народов нашей большой России. И очень много чего, конечно, узнала, очень много с кем познакомилась, увидела, чем живут, как работают, как поют и что делают народы России. И также и другие народы узнали, что у нас в Якутии проживает сразу несколько народов коренных малочисленных. Ну, это было такое масштабное событие, конечно. Есть ли отличия от культуры народов Севера, от разных регионов? Вот твой взгляд художника. Но я бы сказала, что менталитет плюс-минус у многих схож. Те, которые живут в арктических районах. Менталитет, что ты имеешь в виду? Это вот? Менталитет, ну, наверное, это какой-то характер, да, характер человека, взгляд, на что он обращает больше всего внимания, что его интересует. Люди всей арктической территории, они довольно-таки схожи в этом плане. Гостеприимство, наверное. Да, открытость. Отношение к природе. Да, безусловно. Вот. А что тебя больше всего так поразило, может быть, или удивило? Ну, мне было еще интересно узнать в этой выставке, так же, как проходит организация данного мероприятия, так как в будущем все равно мы будем планировать другие мероприятия, выставки, возможно, форумы, фестивали. И в этом плане было как бы узнать именно опыт изнутри. Какие из твоих картин, которые были там представлены, вызвали интерес? Ну, во-первых, люди, которые впервые видели картины, они были удивлены, то, что это вообще написано человеком. И... Да, а кем еще может быть написано? Ну, потому что у меня работы довольно-таки реалистичные в плане изображения людей, поэтому они говорили, что ну, это невозможно, как так можно писать людей. Просто фотографии, да? Они думали? Да, и интересовались, кто изображен, откуда эти люди, чем занимаются. А кто был там изображен, кстати? Там было у меня очень много портретов. Вот портрет девушки из Колымского, чукчанки, Алевтины Слепцовой. Был портрет мастерицы юкагирской из села Колымское Анны Дмитриевны Слепцовой. Также была картина с пиктографическим письмом юкагиров, где именно на бересте было письмо любовное о девушке парню. Также и другие портреты. Вот из Тополинова Константин Андросов, Ивен Оленевод. Ягловский Николай Васильевич из села Колымское, юкагир тоже. Оленевод, рыбак и довольно активную такую общественную позицию имеющий человек. Данная выставка, она действительно проходит в одном из павильонов ВДНХ. Оно идет вроде 5 дней, скажем так, по программе, но это настолько насыщенные мероприятия. Достаточно сказать, что концертная площадка с 11 до 5 заняты, там почти в режиме нон-стоп идут презентации разных, с одной стороны, музыкальных, танцевальных коллективов, конкурсных, демонстрация вот моделей, вот тех, которые участвуют, например, мастериц каких-то и так далее, вот костюмов национальных и так далее. И это все в режиме вот 6 часов непрерывного постоянного действия. Сотни, возможно, нет, даже, наверное, правильно сказать, тысячи людей, которые проходят там и так далее. И это настолько насыщенно, настолько бурно и активно это происходит, что вот эти 5 дней, они просто пролетают буквально незаметно. Да, у нас была самая большая делегация из всех регионов России. По-моему, 100 с лишним человек представляла Якутию, и ансамблей, и мастеров, и художник. Вот у нас 2 человек было. Также певцы, артисты. Я скажу так, что Якутия действительно, как вы сказали, самая, наверное, большая делегация, но при этом интересно, что у каждого были свои источники финансирования. Там нерингринцы приехали за счет своих каких-то средств, за счет своих спонсоров, там эвенобутантайские за счет других каких-то источников. Кто-то был спонсирован Алроса, кто-то спонсировался Ассоциацией коренных малочисленных, кто-то спонсировался своим муниципальным образованием. То есть таким образом вот очень много людей прибыло. А
И надо, наверное, отметить, что в этом году Якутия заняла первое место как раз вот именно в сокровищах Севера. По экспозиции. Да, впервые То есть вот экспозиция сама была. экспозиция вся, в общем, Да. да, получила первое место. Да. И это впервые, Да. кстати. Но я, кстати, скажу, что и впервые художественные произведения, вот я имею в виду картины, были впервые представлены в экспозиции. Кстати, может быть, есть толика вашего вклада в то, что действительно экспозиция Якутии в этом году победила. Я думаю, что большая благодарность тому, что наша экспозиция заняла первое место, это какой-то некой сплоченности нашей республики, потому что все как бы действовали сообща, несмотря на то, что у нас очень много, а площадка была достаточно малая для такого большого количества человек. Но все равно по программе то, что мы должны были сделать, мы сделали все вместе. Я очень рад, что вот в рамках реализации данного проекта все-таки нам удалось представить юкагирскую культуру и на международной арене, и на федеральном уровне. И эта презентация была успешной. И я хочу поблагодарить еще раз Валентину Семеновну Акимову, директора благотворительного фонда Ерхадана, через который шло финансирование и осуществление данного проекта, и нашу Екатерину Суржанинову, нашу художницу, которая представляла свое творчество. Спасибо всем большое и до свидания. Илисимит Малле.